Неделю назад на этой улице экологи выявили ряд проблем. Местным жителям были выписаны предписания по устранению незаконных сливов в ливневую канализацию, но, как видим, нарушения не были устранены. 1 неделя – срок, который был установлен проверяющими для нарушителей, и, по-видимому, письменные уведомления всерьез здесь никто не воспринял. Тех, кто призыв со стороны экологов решил проигнорировать, по словам экологов, в числе жителей этой улицы подавляющее большинство. Время уговоров и просьб уже прошло. Выведенные в ливневую канализацию трубы на этот раз демонтируют при помощи специальной техники в принудительном порядке. Зловонный запах, который стоит по всей округе в теплое время суток, просто невыносим, жалуются жители, кому приходится ежедневно передвигаться по этой улице в негодовании. По закону жители обязаны подключиться к центральной городской канализации и ежемесячно вносить коммунальные платежи за пользование услугами ЖКХ или вырыть выгребную яму у себя во дворе, но предприимчивые жители находят лазейку и сливают содержимое труб в ливневке. Но здесь мы видим практику такую. Строят, скажем так, отстойную канализацию, где твердые частицы собираются в жидких отходов. После этого все переливы, они идут уже в эту яму. Ну, чаще всего мы замечаем, у нас в республике делают, как делают отстойник для твердых частиц, а дальше делают большую уже, скажем, выгребную яму, куда поступает уже жидкая фаза. Вот как раз эта жидкая фаза у них поступает вот этот канал. Участие в рейде принимают не только экологи, но и представители городской администрации и общественники. Главная цель такого рода проверок – это не наказание виновных. Важнее, чтобы жители республики понимали, что соблюдение закона в интересах каждого из них. Администрация подворные обходы, предписания, уведомления, но сагу благодаря добровольно. Виновные комментировать ситуацию не хотят, но отлично понимают, пренебрежение буквой закона влечет за собой неприятные последствия. Акты в отношении них будут направлены в органы внутренних дел. А комиссия не собирается останавливаться на одной этой улице. Буквально через неделю строгому взору проверяющих подвергнутся Назрановские улицы, Кунаева и Бекова. Тамара Хашагульгова, Исмаил Индиев, Новости 24.